ингушский полк в лобовой атаке на голову разгромил так называемую железную дивизию германского рейхсвера, самую боеспособную и грозную в кайзеровском войске. 25 августа 1915 года генерал-губернатор Терской области получил телеграмму от императора. Как горная лавина обрушился ингушский полк на германскую железную дивизию. В истории русского отечества не было случая атаки конницей вражеской части, вооруженной тяжелой артиллерией. Менее чем за 1,5 часа перестала существовать железная дивизия, с которой соприкасаться боялись лучшие войсковые части наших союзников, в том числе русской армии. Передайте от моего имени, царского двора и от имени всей русской армии братский сердечный привет отцам, матерям, сестрам, женам и невестам этих храбрых орлов Кавказа, положившим своим бесстрашным подвигом начало конца германским ордам. Никогда не забудет этого подвига Россия. Честь им, хвала. С братским приветом, Николай II. Арчаковы, Бекмурзиевы, Гулиевы, Базоркины, Маматиевы, Зязиковы, Боровы. Они не попадали в плен и никогда не оставляли на поле боя ни раненых, ни убитых товарищей. Советская власть. В чем заключается сущность этой новой власти? Русская революция 1917 года кровавым кошмаром, как кинжалом, рассекла надвое всю страну. И, возвращаясь на Кавказ, не думали всадники дикой дивизии, что разведет их российская история по разные стороны баррикад, поделит на белых и красных, и вновь придется воевать уже в России и умирать за Россию. Но до сих пор их потомки с гордостью говорят о том, что ингушский полк наотрез отказался расстреливать демонстрантов и забастовщиков в бурлящем Петрограде 17-го. Да, дедушка и дядя, вот наши 3-4 человека здесь похоронены. Мне кажется, еще списки не занесены все здесь. Это со слов. Тут же я рассказывал, тут и русские вот со станицы, со всех, тогда же много здесь жило. Многие здесь тоже жили, они как братья все, как они стали здесь. Со всех станиц даже, сел собирались, даже со всего района. Тогда республика же маленькая была. Все они собрались, знали, что советская власть уже после, все организовано, массовый порядок прямо начало отсюда же было, села. И они все как один стали против деликинцев. Отец мой рассказывал, вот и даже дяди, старики односельчане больше рассказывали, вот как односельчане, как им дали время, час, на размышление время дали час, и они даже не откладывая, даже не стали думать, сказали, через село мы не пропустим. Как раз это было время, когда становление советской власти.
Кто мог знать тогда, как обойдется советская власть с ингушами, поверившими в ее светлые идеалы? Да разве только с ингушами. Кто в чем был, тех забрали суровый, в 1944 году забрали 23 числа, все забрали. Ну, возможно, НКВД тоже, вся национальность тоже была, тогда власть такая была. Это же дело не национальности было, тогда же власть была такая. Время неумолимо. Уходят цари-сатрапы, их режимы, неузнаваемо меняется общество. Политики извлекают свои уроки из истории. Есть только один путь. Это путь совместной работы, путь консолидации, возвращения к нашим добрым многовековым традициям. И сегодня мы на юге России это чувствуем, во всяком случае по Ингушетии. Русские офицеры, горцы считали за честь служить вместе в одной дивизии, в одном корпусе. Мы знаем, что воины-горцы высоко держали свою честь, они всегда уходили с поля боя последними. Это жизнь. Это жизнь. Многие сейчас, конечно, понимают, что это то, к чему надо возвращаться, к историческим нашим традициям, обычаям, лучшим, к самобытным. БТРы и танки давно заменили коня в воинском боевом строю. Пахать и сеять куда удобнее на тракторе. И все-таки. Борщ без лошади — это